На прошлой неделе прошла встреча политических сил страны с представителями Кабинета министров. Члены правительства ответили на острые вопросы, интересующие общественность. В этом репортаже расскажем об энергетике, о том, с какими сложностями сталкивается страна и какие меры предпринимаются руководством для решения накопившихся проблем. Тема легализации криптовалюты, и вы тоже много раз комментировали, но этот вопрос здесь стоит, и он такой вот, который привел по утверждениям, значит, оппозиционных партий к энергетическому кризису. Да, вы остановитесь по этому вопросу, да, как-то прокомментируйте его. Ну, вопрос, связанный с легализацией деятельности по добыче криптовалют, он возник не в 2020 году и не в 2021 году, а задолго до этого. Ввоз и подключение к энергосистеме оборудования для добычи криптовалют происходил с 2016 года. В 2017 году в связи с увеличением курса криптовалюты темпы ввоза оборудования в республику начали расти. В 2018 году объем ввезенного и работающего оборудования достиг уровня, при котором увеличение объемов потребления электроэнергии, отсутствие регулирования процесса угрожало энергетической безопасности республики. В тот период, как вы знаете, в декабре 2018 года было принято решение о временных мерах по ограничению потребления электроэнергии. Фактически правительство республики своим решением запретило действия по осуществлению майнинга криптовалют с формулировкой «до устранения условий ограниченности ресурсов энергетической системы». При этом не были даны поручения об определении предела этой ограниченности. Предписания для Черноморэнерго по применению мер по ограничению поставок электроэнергии в адрес этой категории потребителей не были четко определены. Не был введен запрет на ввоз оборудования для добычи криптовалют. На практике сложилась ситуация, при которой на фоне действующего запрета был спровоцирован стремительный бесконтрольный рост данной категории потребителей. По информации Государственного таможенного комитета, за период с 2017 года в республику было ввезено оборудование для майнинга криптовалют на общую сумму свыше 80 миллионов рублей. В том числе с января 2019 года, то есть спустя месяц после ввода запрета, уже сумма достигала 66 миллионов рублей. То есть, говоря простыми словами, в период запрета деятельности по майнингу криптовалют в республику активным образом ввозилось оборудование. Бездействие в вопросах ввоза оборудования, присоединения к линиям электропередач и безучетного потребления электроэнергии на фоне увеличения курса криптовалюты и появления общедоступных сервисов для приобретения необходимого оборудования и вывода полученных средств криптокошельков привели к росту объемов энергопотребления и стали появляться крупные отели и майнинговые фермы. На фоне формирующегося с 2016 года дефицита электроэнергии в республику поставлялась электроэнергия из Российской Федерации и вводились ограничения. Я единственное, что хочу сказать, что я умышленно даю небольшую историческую справочку для того, чтобы было общее понимание того, как ситуация развивалась. Для сравнения, в связи с ростом потребления электроэнергии в период с 17 февраля по 31 марта 2016 года осуществлялась поставка электроэнергии из Российской Федерации в объеме 108,3 миллиона киловатт-часов. И, соответственно, данные обязательства финансовые по договору поставки были обеспечены за счет средств инвестпрограммы в сумме 221 миллион рублей. Хочу обратить внимание, что в этот период в республике на системной основе в период осенне-зимнего максимума вводились ограничения. То есть ограничения по подаче электроэнергии – это не нововведение периода 2020-2023 годов, а это системная проблема, которая у нас образовалась с 2016 года. На период включая первый квартал 2020 года, объем электроэнергии, который поставлялся в республику, суммарно составлял порядка 1,5 миллиардов рублей и был оплачен абхазской стороной за счет средств инвестпрограммы. Теперь к вопросу о том, что энергетический кризис возник в период 2020-2022 год, также не является, на мой взгляд, не должен ставиться именно таким образом, потому что
Хочу сказать, что 22 января 2018 года Черноморэнерго обращалась в Министерство экономики, где просила вводить существенные ограничения на подачу электроэнергии. И в результате в январе 2018 года Кабинет министров принял постановление о чрезвычайной ситуации, сложившейся в энергетической системе Республики Абхазия, где было дано поручение ввести ограничения на 30%. Далее было еще одно обращение в Министерство экономики, где предлагался ввести график ограничений подачи электроэнергии 4 раза в сутки по 2 часа. Всего за период с 2016 по 2020 год, как я сказала, было поставлено из Российской Федерации электроэнергии в объеме 571 миллион киловатт-часов и произведена оплата стоимости в сумме 1,5 миллиарда рублей. В этот же период Министерство экономики, как вы знаете, параллельно вело работу по реализации в Республике Абхазия инвестиционного проекта «Криптовалютный рай», где предлагались следующие условия. Лучшие условия для майнинга криптовалют, цена на электричество и государственные гарантии, льготное налогообложение, где малый и средний бизнес должен был быть освобожден, который занимается в этой сфере, освобожден от налогообложения на период до 2025 года, отсутствие налога на прибыль таких операций валютообменных по криптовалюте, отсутствие налогов на майнинг на 5 лет с момента инкорпорации. Также предлагалось в рамках этой программы 50% электроэнергии направлять на нужды майнинга и 5 лет фиксированной льготной цены для майнинга в размере 50 копеек за 1 киловатт. Это вот то, с чем мы столкнулись по факту, когда приступили к исполнению своих обязанностей. Соответственно, также хочу обратить внимание, что в этот же период были даны соответствующие поручения президентом Раулем Хаджимба. Это протокол от 29 января 2019 года, где было поручено министру экономики Республики Абхазия в кратчайшие сроки обеспечить разработку необходимых проектов нормативных актов правового регулирования деятельности по майнингу криптовалют. Далее, в связи с тем, что, судя по всему, проект не был представлен, 25 марта 2019 года министру экономики также было поручено уже второй раз обеспечить разработку таких проектов со сроком предоставления до 22 апреля 2019 года. Данные обстоятельства, как мне представляется, свидетельствуют о том, что в этот период не проводилось работы по контролю за этой деятельностью и, соответственно, такие поручения президентом были даны. Министерством экономики Республики Абхазия в тот период был представлен в правительство законопроект о регулировании деятельности по майнингу криптовалют. В частности, законопроект предусматривал: майнерам предоставляется возможность получения беспроцентной отсрочки на срок до 3 месяцев по уплате таможенных платежей при ввозе оборудования для майнинга, а также по уплате сбора за выдачу лицензии на осуществление вида деятельности. Также законопроект предусматривал, что майнеры освобождаются от уплаты налога на добавленную стоимость, подоходного налога, налога на имущество и налога на прибыль. Для них должен был быть установлен специальный налог. Также предусматривалось, что тарифы, установленные для майнинга, не должны пересматриваться чаще, чем 1 раз в 2 года. В этот период законопроект не был поддержан центральными органами госуправления и, соответственно, не получил должного рассмотрения уже по государственным процедурам, которые должны были быть реализованы. Теперь о периоде 2020-2022 годы. В 2020 году объем присоединенной мощности оборудования для добычи криптовалют оценивался в 70-100 мегаватт в количестве, и количество ввезенного оборудования превышало 70 тысяч единиц. Оборудование было установлено в частных квартирах, домах, на территории государственных предприятий. В целях урегулирования деятельности по добыче криптовалют, которая к тому моменту приобрела стихийный характер, руководством республики также было дано поручение проработать данный вопрос и представить соответствующие предложения. Постановлением Кабинета министров от 21 сентября 2020 года были установлены требования к
к органам госуправления и Черноморэнерго о выполнении комплекса требований и мероприятий для регулирования данного процесса. То есть, значит, утверждение о том, что данный бизнес был легализован без всяких условий, это не соответствует действительности. Постановление Кабинета министров как раз определяло порядок и условия, а также требования к тому, как должен данный процесс регулироваться, от значит, ограничения на ввоз оборудования на тот период постановление предусматривало, разработку законопроекта, определяющего отнесение деятельности, связанной с добычей криптовалюты, к лицензируемым видам деятельности, временный порядок регулирования, который предусматривал обязательное наличие правового статуса и всех необходимых документов, которые должны были обеспечивать данный вид деятельности, легализация самого оборудования, выполнение предписаний технических для получения соответствующих условий, оплату стоимости этих технических условий и, соответственно, только после этого заключение договора. Также был утвержден тариф на электроэнергию, где он должен был составлять не менее 2 рублей 90 копеек. Кабинет министров определил, что для того, чтобы этот вид деятельности получил развитие, единый оператор должен был определить объем допустимой мощности, который может быть использован на данные цели. Кроме того, в целях реализации мер, направленных на эффективное и рациональное использование ограниченных ресурсов электроэнергетической системы, в отношении этой категории потребителей была предусмотрена возможность введения ограничений в случае дефицита электроэнергии, как это обычно происходило в зимний период. Объем допустимой мощности для указанной категории потребителей Черноморэнерго не определил, потому что в этот период уже мы готовились к поставкам электроэнергии из Российской Федерации и, соответственно, значит, согласовывать объем допустимой мощности не представлялось возможным. Соответственно, используя эти механизмы, 8 декабря 2020 года уже на фоне предстоящего перетока значит, Кабинет министров ввел соответствующие ограничения и, учитывая, что у нас дефицит электроэнергии есть по настоящее время, этот запрет действует. Теперь относительно вопроса того, что правительство своими действиями или бездействиями допустило многомиллиардные убытки, категорически могу с этим не согласиться, потому что с 2020 года я беру уже в расчет 4-й квартал 2020 года, уже тот период, когда мы этим вопросом занимались. В Республику Абхазия, значит, была обеспечена поставка электроэнергии по состоянию с конца 2020 года, включительно 1-й квартал 2023 года, в объеме 2 с лишним миллиарда рублей на сумму практически 6 миллиардов рублей. Хочу сказать, что у абхазской стороны нет финансовых обязательств по оплате стоимости данной поставки электроэнергии, и она обеспечивалась в рамках социальной поставки, и у нас никаких многомиллиардных долгов по этим поставкам нет. Для сравнения могу сказать, что в период с 2016 по 2019 год было оплачено за счет средств инвестпрограммы, напоминаю, 1,5 миллиарда рублей за количество электроэнергии в объеме 571 киловатт-часов, а за объем 2,2 миллиарда киловатт-часов, которые были поставлены в 2020-2023 годах, значит, на сумму 6 миллиардов рублей, оплата абхазской стороной не производилась, и финансовых обязательств по этой поставке у Республики Абхазии нет. Разработан и внесен в установленном порядке законопроект о внесении изменений в сфере энергетики, который содержит в себе, ну, первое, у нас есть противоречия и нестыковки в самом законе об электроэнергетике, и, соответственно, изменения касаются, в частности, также и этого вопроса, но я думаю, на этом не стоит акцентировать внимание. Конечно, самое главное направление в этом законопроекте – это возможность создания передающих сетей в Республике Абхазия за счет иных источников, не относящихся к государственным, с сохранением государственной собственности. И в этом являются основной идеей, значит, предложения в, значит, изменении законодательства. У нас, знаете, энергетика стала предметом политических спекуляций, но есть
проблемы, которые, на мой взгляд, не стоит политизировать, потому что Они неважно, никуда не делись, какое они не правительство и в каком периоде будет этим вопросом заниматься, я абсолютно убеждена в том, что никакого другого рецепта, кроме как привлечения денег в энергетику, решить вопросы энергетики исключительно популизмом и псевдопатриотизмом физически невозможно. Для того, чтобы содержать энергосистему, нужны деньги. Деньги в Черноморэнерго, к сожалению, на данный момент, который формируется, не соответствуют тем потребностям. Мы 30 лет пользовались социальным тарифом. И к чему привел нас данный подход, сегодня все прекрасно видят. И проблемы в энергетической сфере, и так называемый энергетический кризис возник не в 2020 году, а задолго до этого. Потому что я, знаете, не хочу сейчас разговаривать эмоционально, но тем не менее хочу обратить внимание на основные вещи. Пусть мне кто-нибудь покажет один товар или услугу, которая не стоит денег или не соответствует его себестоимости. Для того, чтобы приобрести товар, за него нужно заплатить. Это первое. Для того, чтобы доставить электроэнергию из Ингургэс, несмотря на то, что мы не оплачиваем стоимость электроэнергии непосредственно генерации, надо обеспечить его транспортировку электроэнергии и привести непосредственно к потребителю. Это стоит денег. И не 40 копеек, как это было последние 12 или 11 лет. Утверждение о том, что мы необоснованно подняли тарифы, на мой взгляд, это абсолютный абсурд, грубо говоря, потому что для того, чтобы сегодня обеспечить деятельность нашей компании, которая должна поддерживать энергетическую систему, я не говорю об энергетике, у нас тариф должен составлять не менее 2 рублей 70 копеек. Как раз мы для того, чтобы минимизировать такие серьезные изменения в тарифной политике, и это серьезная, существенная социальная нагрузка на наших потребителей, мы растянули этот период на 5 лет. Для того, чтобы понимали, да, у нас, к примеру, в 2022 году, в январе, в Черноморэнерго поступило платежей за потребленную электроэнергию в размере 15 миллионов. В этом году 33 миллиона. В феврале 2022 года 29 миллионов поступило, в этом году 53 миллиона поступило. В марте 2022 года 37 миллионов, в этом году поступило 102 миллиона. Суммарно, в среднем, по прогнозам, у нас, если Черноморэнерго в среднем собирала порядка 300-350 миллионов, а у нас ожидается поступление до 700 миллионов. Конечно, это абсолютные цифры поступления выручки. Но если соотносить его с потреблением, мы же здесь никого не собираемся друг друга обманывать. Конечно, мы знаем и свои минусы, и свои плюсы тоже. Поэтому здесь мы понимаем, что это абсолютные показатели именно выручки. Но они, конечно, очень низки, если соотнести их с потреблением. И в этом смысле понятно, что работа предстоит очень большая. Что поможет решить вопрос? Да? Я не говорю, что панацея решения всех вопросов – это система учета, но одна из основных. Поэтому, как вы знаете, была утверждена в 2022 году соответствующая программа государственная, ведомственная по созданию системы коммерческого учета. Ежегодно в бюджете Республики Абхазия в республиканском предусматривается ассигнование на реализацию программы. В этом году предусмотрено 200 миллионов рублей. Мы уже установили порядка 10 тысяч приборов учета. Сейчас формируется поставка приборов учета в количестве 13 тысяч единиц. Но понятно, что для того, чтобы систему оперативно и быстро внедрить, необходимы средства значительно больше тех, которые мы можем позволить себе в бюджете Республики Абхазия. И мы, конечно, прорабатываем вопросы альтернативных источников финансирования, реализации данной программы. Целевые показатели реализации дорожной карты по направлению системы учета – это 76 тысяч приборов учета, которые мы должны установить до 2026 года. На примере фактическом, уже там, где установлены приборы учета, собираемость электроэнергии у категории потребителей физические лица составляет почти 90%. Теперь по Ачигваре.
Значит, необходимость проведения ремонта ВЛ Че-Гевары, она возникла не в 2020 году. Как вы знаете, об этом информировали мы общество, что была проведена соответствующая работа по определению технического состояния энергосетевой инфраструктуры Республики Абхазия. И один из основных вопросов – это была необходимость проведения ремонта ВЛ Че-Гевары, пропускная мощность которой не соответствует потребностям республики, и особенно в осенне-зимний период, когда нагрузки увеличиваются в 2 раза. А Министерство энергетики Российской Федерации на тот период поручило компании ПАО «Россети» ввиду отсутствия средств на реализацию мероприятия обеспечить, значит, поставку необходимого оборудования в адрес Черноморэнерго. Для того, чтобы впоследствии обеспечить реализацию данного мероприятия необходимым объемом финансирования, мы почти 4 месяца занимались, значит, консультациями по определению объемов и источников финансирования. В итоге достигли договоренности, что средства будут предусмотрены в инвестиционной программе. В марте 2021 года соответствующая информация Минэнерго была направлена в Минэкономразвития относительно перечня оборудования и материалов, который был сформирован Черноморэнерго и направлен, соответственно, поставщику, и определили сумму в рамках конкурсных процедур, которые проводились непосредственно ПАО «Россети» в объеме 108 миллионов рублей. Почему не были проведены работы по ремонту ВЛ Че-Гевара, значит, раньше? То есть в период поставки электроэнергии декабрь 2020 и январь-март 2021 года не были проведены, потому что, соответственно, не было денег и самих материалов не было. А в 2022 году в зимний период трудно было из-за погодных условий. Вы знаете, зима 2022 года, 2021-2022 года была достаточно холодной, и у Черноморэнерго не было возможности туда направить соответствующую технику. Учитывая данное обстоятельство, Министерство экономики обращалось к российской стороне для того, чтобы они нам обеспечили поставку электроэнергии ранее, чем декабрь, для того, чтобы мы могли основные работы провести в более подходящих погодных условиях. И, соответственно, по согласованию с российской стороной такая возможность была обеспечена, и к ремонту ВЛ Че-Гевара Черноморэнерго смогло приступить с 1 октября 2022 года. Изначально предусматривалось, что срок поставки электроэнергии будет составлять 1,5 месяца, но по определенным техническим обстоятельствам он был сокращен до 1 месяца. Соответственно, успеть провести работы за 1 месяц физически Черноморэнерго не успела, и мы фактически в режиме таком нон-стоп вводили, значит, Че-Гевару в экстренном порядке с 1 ноября 2022 года. Конечно, из-за того, что все мероприятия не были завершены, произошли определенные технические проблемы. Но учитывая, что спустя менее месяца уже обеспечилась поставка электроэнергии из Российской Федерации в зимний период, как это системно бывает, соответственно, Черноморэнерго продолжила свою работу. На данный момент линия введена в эксплуатацию, она работает с апреля текущего года. По поручению президента были проведены проверки по протяженности всего участка 31 километр. Значит, выявлены определенные участки, где еще необходимо, значит, провести дополнительные мероприятия, которые в рамках уже будущих периодов поставки будут устранены. На данный момент линия эксплуатируется. Вот какие конструктивные предложения вносили к вам, и вы то ли отклонили, то ли не смогли выполнить? Что не удалось сделать? То есть, если наш зритель, наш гражданин, сегодня, слушая вас, должен он аплодировать вам. Ну, чего-то же не удалось сделать. Какие внутренние проблемы привлечения инвестиций? Хотя частично вы уже об этом сказали. Никто ведь ничего нового не может придумать, кроме того, что в систему энергетики нужно привлечь деньги и создать систему учета и контроля потребления электроэнергии. А эти два направления, они, безусловно, взаимосвязаны, исходя из того, что
и то, и другое направление требует финансирования. И второе – это законодательное сопровождение. Мы можем, понимаете, единственное, в чем признаться, и я это признаю, что, наверное, мы не смогли убедить и депутатов 6-го созыва, и пока у нас немножко сложно идет процесс того, что законодательство в сфере энергетики должно регулировать данный процесс, а не просто ограничивать его. Потому что любое ограничение, оно должно быть мотивировано тем, что у нас есть свои возможности решения данного вопроса. Да, у нас есть свои возможности решения вопроса в случае, если тариф будет рыночным, и мы сможем собирать эти деньги. Тогда мы самодостаточны, и, возможно, на какой-то период этого хватит. Но энергосистема республики в том ее состоянии, в котором она сегодня находится, без ее существенного финансирования изменить не удастся ситуацию. И объемы, которые определены по результатам работы, которая тогда была проведена, оцениваются в десятки миллиардов рублей. И у меня просто закономерный вопрос. Где их взять? У нас собственный бюджет Республики Абхазия, не считая российской финансовой помощи. Сколько у нас? 8 миллиардов рублей, из которых почти 60-70% это расходы, связанные с заработной платой и обеспечением деятельности, в основном в гуманитарной сфере. И возникает вопрос, мы хотим, чтобы у нас была энергетика своя или нет? А кто нас ограничивает определить правильные, четкие условия, при которых эти инвестиции могут работать в Абхазии? У нас никто насильно ничего не забирает, и никто в очереди в этом смысле не стоит. Я могу вам сказать, что у нас ни одного проекта относительно того, чтобы мы поделились собой, со своей энергосистемой, в республику не поступало ни в правительство, ни к руководству страны. Но для того, чтобы инвестиции работали, самое главное – это гарантии защиты инвестиций. А у нас с этим, к сожалению, большие проблемы. И ряд инициатив правительства Республики Абхазия, непосредственно президента Республики Абхазия, она обусловлена именно этим. Нам надо создавать рабочие места для того, чтобы наши граждане имели возможность планировать свой завтрашний день. А для того, чтобы создавать рабочие места, каждое рабочее место стоит денег. Для этого нужно проводить реформы. Их не надо бояться, надо просто садиться и договариваться. Я уверена, что мы, если все будем думать именно в этом направлении, мы найдем правильный подход для того, чтобы не потерять себя, но при этом создать условия для развития. Грубейшие технические нарушения и завышение цен при ремонте Есть поручение президента. Прокуратура Республики Абхазия генерально проводит проверку. Поэтому до того, пока они свои результаты не дадут, наверное, с моей стороны будет просто некорректно, забегая вперед, что-то отрицать или, наоборот, соглашаться с этим. Я единственное, на что обратила внимание, как принималось решение, что поставка обеспечивалась поставщиком российским, и там же большой перечень оборудования и материалов, соответственно, они обеспечивали закупку непосредственно компании ПАО «Россети». Да, Министерство энергетики Российской Федерации и Министерство экономики Республики Абхазия уже на финальной стадии, когда речь шла уже непосредственно о финансировании, согласовывала данный проект, как это предусматривает инвестиционная программа, в принципе, по любому объекту, который значится в инвестиционной программе. Это то, что по факту, я действительно подтверждаю, никто от этого не отказывается. Действительно проводится проверка Генеральной прокуратуры по соответствию действующему законодательству Республики Абхазия мероприятий по восстановлению ВЛ-220 киловольт Ачкуара. Все помните, что было и поручение президента в короткие сроки, значит, рассмотреть эту проверку и так далее. Но такая проверка невозможно рассмотреть, рассмотреть в короткие сроки. Мы столкнулись с тем, что там объем большой. Во-первых, сформированные документы и заключенные договора, они все проводились на территории Российской Федерации. Поэтому наши эксперты дать какое-то заключение по тем ценам, по конъюнктуре рынка, ценообразованию и так далее, и по договорам, где подписывали, значит, высшие должностные лица Российской Федерации, ну, это невозможно. В связи с этим были направлены поручения международные, в том числе, значит, международное поручение в компетентные органы Российской Федерации по оказанию правовой помощи
и необходимости поручить соответствующему экспертному учреждению значит, проведение оценочного исследования, именно такой товароведческой экспертизы, чтобы определить, цены соответствовали рынку или нет. Потом были истребованы и получены очень много документов, также подписанные и нашими должностными лицами высокопоставленными, и российскими, и изучить, дать заключение по поводу подлинности. Тут надо отметить, что когда поручение касается именно высших должностных лиц, у них проводится своя проверка. То есть эти материалы направляются в ФСБ, в МИД России, в администрацию президента. Вот направили эти материалы, и они ждут ответа. Получают, это тоже может затянуться там месяц-два, получают ответ, направляют в другое ведомство. Получают, потом другое. И после этого Генеральная прокуратура эти материалы направляет уже, если согласованы, нет возражений и так далее, направляет уже в Следственный комитет. Значит, а Следственный комитет, в свою очередь, направляет именно в экспертное учреждение. То есть там, когда они внутри проводят проверку, они смотрят на предмет того, поскольку это касается высших должностных лиц, затрагивает ли это интересы межгосударственные там, и так далее. То есть, поэтому это все быстро получить невозможно. Недавно, вот, 28 апреля, значит, Главное управление международного правового сотрудничества Генпрокуратуры России направлено письменное напоминание для получения актуальных сведений по исполнению данного запроса. Ну, как-то пытаемся значит, ускорить, но это не в наших силах и не в нашей компетенции. Пытаются, ссылаясь на эти инициативы, написать вот такие вещи, что кто-то грабительски собирается распродать электроэнергетику. Я, например, ни от одного руководителя в нашей стране не слышал, что кто-то что-то пытается приватизировать или продать, или привлечь на условиях там, последующей продажи имущества. Да, это пытаются укоренить это мнение, значит, другие силы. Вот поэтому кто сможет откомментировать, потому что мы, например, эти законодательные инициативы не видели. Вокруг этого очень много разговоров. Это вы сказали, Константин Константинович, что отправили в администрацию президента. В парламент поступил документ, не поступил. Если в администрации президента пока все это обсуждается, все-таки хотелось бы ясность. Да? Потому что привлечение инвестиций, это не говорит никто о том, что, ну, как мы понимаем, немножко разбираемся тоже в этих вопросах, потому что обычно привлечение ведут за собой или долевое участие, или возвратная основа, или залоговый механизм и так далее. Что-нибудь там прописано, может, действительно в этих законопроектах лежит та бомба, о которой они говорят, или их там нет. Поэтому хотелось бы ясности в этом вопросе. Кто-то, нам это интересно, господа, коллеги? Я думаю, и нам, и общественности тоже будет интересно, потому что люди пытаются через это там кого-то уличить в том, что там кто-то не патриот или кто-то больше патриот. Вот. Никто никогда, по моей информации, в всяком случае, не ставил вопрос о продаже электроэнергетики. Никто. Никогда. В основном вопрос упирается в некие законодательные инициативы, якобы, которые могут угрожать этим вопросам. Естественно, никакой бомбы нет, и никто ничего не продает. Есть разные формы привлечения инвестиций с сохранением государственной собственности и государственных интересов. Это то, в принципе, что мы предлагаем. Вы можете ознакомиться и, пожалуйста, можем обсудить данный вопрос. Открывающих путь грабительской приватизации объектов. Эта же тема все время будоражит наше общество, она активно обыгрывается. Беслан Федорович, по поводу вашего вопроса, ситуация с проектом закона о внесении изменений в закон об электроэнергетике следующая. Основные тезисы предполагаемого проекта Кристина Константиновна обозначила. Да, они предполагают, значит, расширение возможностей, так скажем, на законодательном уровне, что позволит нам привлекать в эту отрасль инвестиции. Естественно, каких-либо конкретных проектов там мы не увидим с вами. То есть предлагается к рассмотрению вот именно такой подход, как один из наиболее оптимальных и актуальных на сегодняшний день. Что касается статуса, законопроект в парламент Республики Абхазия еще не поступал. И о причинах Кристина Константиновна тоже вкратце сказала.
Речь идет о том, что мы сталкиваемся с чрезмерной политизацией вопроса. Любое упоминание о данном законопроекте на этом этапе, пока его глубоко, так скажем, не обсудили и не разложили по полочкам, считаем преждевременным направление проекта в парламент на данном этапе. Поэтому к вопросу, тут также есть один вопрос об полное отсутствие открытости власти при принятии решений. Это в этом же ряду, да, то есть настолько помимо экономической важности, да, этот вопрос еще является у нас и социально-политически важным. И поэтому, к сожалению, многие наши политические деятели именно этот вопрос, учитывая важность его, используют в своих политических целях. Поэтому в общей тенденции, которую задает президент, то есть это открытость, гласность и обсуждение наиболее важных вопросов государства с обществом, данный вопрос тоже остается, ждет свою очередь для, самое главное, профессионального и конструктивного обсуждения. Если нет еще даже проекта закона, что оппозиция обсуждает? В этом-то и вопрос. Скажите, пожалуйста. В этом и вопрос, Александр Ильич. Законопроект Народное собрание Республики Абхазия не направлен. И еще хочу сказать, как бывший законодатель, да, не обязательно все законы, по всем законам Референдум проводит в обществе. Есть государственное управление, есть парламент, избранный народом. Многие вопросы они должны решать. Если все вопросы обсуждать всем обществом, ничего у нас не получится. Да. Если у нас есть профессионалы, у нас есть руководство, у нас есть избранные парламенты, это достаточная возможности экспертизы, чтобы не принять. Почему все время, кто принимает какие-то решения, он вредитель, враг народа? А тот, кого его называет, завтра приходит, он тоже становится ими. Нет никакого конструктива. И многие думают так, даже умышленно. Я просто много слышал об этом. Говорят о том, что зачем я должен сейчас, это же ведь хорошее дело, когда я приду к власти, я тогда это вопрос решу, очки тогда заработаю. Не надо очки перед народом зарабатывать никому. Нам надо работать, чтобы людям было лучше. Совершенно верно, Нугзар Нуриевич. Именно эту цель мы перед собой ставим. Создать достаточно спокойную ситуацию, которая позволит и в политическом плане, и в профессиональном смысле обсуждать и принимать наиболее верные решения. Мы должны раз и навсегда закончить с этой политической истерией. Она ни к чему хорошему не приводит. Это наша глубокая уверенность в таком направлении движения. Спасибо. И хотим, чтобы наше общество услышало, что сделано, что не сделано. Это важно, это посыл мы даем нашим гражданам, нашим людям. Те люди, которые каждый день сталкиваются с проблемами. Мы многие вещи забыли, что было после войны. Жизнь стала лучше, но кто-то опять нас возвращает там в какой-то каменный век. Поэтому мы не хотим, чтобы мы возвращались. Мы хотим развиваться и двигаться. И если нужно помочь, если нужно стать рядом и поддержать какие-то инициативы, благие инициативы, но есть проблемы, и мы должны об этих проблемах говорить. И мы не хотим здесь утаивать, мы не хотим здесь скрывать, мы не хотим здесь как-то обелять. Завтра, 16 мая, смотрите расширенный отчет Кабинета министров на тему социальных и экономических реформ 2020-2023 годов.